широком смысле культура – это исторически обусловленный динамический комплекс постоянно обновляющихся во всех сферах общественной жизни форм, принципов, способов и результатов активной творческой деятельности людей. Мы приветствуем вас в эфире национального канала. Вы смотрите программу «Культура». С вами Элиза Барахоева. И вначале коротко о главном. Вашу республику можно охарактеризовать следующим образом, что люди, которые очень хотят сделать все хорошо, хорошо тем, для кого они что-то делают. Международный фестиваль искусств «Золотой орел» зажег новые звезды в нашей республике. Музыка, слова известного музыканта, композитора Артура Даштамирова. И после того, как он мне скинул дымку, мне очень понравился и текст, и музыкальное сопровождение. Ингушетия – премьера композиции заслуженного работника культуры региона Марины Икажевой. Наука-волонтеры. Многосторонняя модель партнерства Министерства культуры и туризма Республики Ингушетия стала одним из ключевых партнеров общероссийского проекта. В нашей республике состоялся 8-й и 9-й международный фестиваль искусств «Золотой орел». Сцена театра юного зрителя превратилась в настоящий эпицентр творчества. Событие объединило около 1500 участников, ведущих творческих коллективов, солистов, ансамблей со всей России, подтвердив статус республики как важного центра межкультурного диалога. Программа фестиваля охватила весь спектр сферы искусства, от классического вокала и инструментальной музыки до современной хореографии и театральных постановок. Организаторы отметили ежегодное расширение географии конкурса и качественный рост исполнительского мастерства участников. Я приехала из Нижнего Новгорода со своим образцовым фольклорным ансамблем «Веретенцы» с очень много номерами, такие как «Ой, ниточка тоненькая», «Матушка Россия», сводный номер, а также «Небылицы» и «Заболела Маша голова». Первый раз в этом городе. Приняли очень тепло, мне все очень сильно понравилось. Хорошие номера я сам видел. Я думаю, они смогут посравниться только с мировым уровнем. А в целом, как тебе сам конкурс? Получаешь ли ты от него удовольствие? Я получаю от него очень хорошее удовольствие, потому что Кавказ, тут все добродушные. Наибольшее впечатление на меня произвела, конечно же, Мелисса, потому что вот их трюки, это все было красиво, это все очень сложно, наверное, а вот очень хорошо здесь находиться. Профессиональную оценку конкурсантам дало компетентное жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели искусств и ведущие педагоги творческих вузов страны. Эксперты подчеркнули безупречную подготовку молодых артистов. Дети видят другие коллективы, дети видят другие традиции, другие ансамбли, коллективы. У всех свой подход, у всех здесь есть и представители разных культур. Это очень интересно, очень увлекательно. С каждым годом планка мастерства поднимается все выше, а творческие идеи становятся смелее. Высокий статус мероприятия подтверждается партнерством с Московским институтом культуры, чьи педагоги вошли в состав жюри. По их признанию, уровень участников этого года превзошел самые смелые ожидания. Также поддержку фестивалю оказывает Министерство культуры и туризма Ингушетии. Новый опыт. Это взаимодействие, это культурный обмен, который, в общем-то, только на пользу любому из участников. И я думаю, вот программа, которая была заложена в рамках фестиваля, по которому, в принципе, построена программа, она полностью выполнена, выдержана. Думаю, что все участники остались довольны. Торжество искусства в Ингушетии показало, энтузиазм молодых артистов и поддержка государства создают идеальную среду для рождения новых мастеров. Зрители покидали зал в восторге, унося с собой частицу той магии, которую подарили дети 21 века. Впереди у участников новые свершения, но «Золотой орел» в Ингушетии навсегда останется в их сердцах как яркая точка профессионального взлета.
Говорят, что истинный мастер видит красоту там, где другие проходят мимо. Наша сегодняшняя гостья именно такой человек. Мы пригласили в студию руководителя международного проекта «Дети 21 века» и главного организатора фестиваля «Золотой орел» Ирину Георгиевну Аверину. О созидательной силе искусства, поиске юных дарований и магии творчества мы поговорим прямо сейчас. Мы рады приветствовать вас у нас в студии. Мне тоже очень приятно, что вы нас пригласили. Взаимно. Расскажите об истории создания фестиваля. Вы знаете, эта история невероятно интересная, потому что это тот самый случай, где можно сказать огромное спасибо государственным структурам и, собственно говоря, тот самый пример сочетания инициативы нашей плюс ответной инициативы очень серьезной со стороны именно государственных структур. Первый фестиваль-конкурс начался очень интересно. Ваше правительство организовало рекламный тур. Просто рекламный тур по республикам, по вашей республике Ингушетия, и пригласили нашу фирму для того, чтобы принять участие в этом туре, где наши сотрудники познакомились с вашим замминистра по культуре и вышли с инициативой, а почему бы не сделать здесь фестиваль-конкурс, на что вы сразу получили отклик. И не просто положительно, а типа «Ура, ура, давайте!». Вот. Встречно встал вопрос, а с кем работать по фестивалю, потому что фестиваль – это же целый комплекс услуг, это дети должны приехать, это разместиться и так далее и тому подобное. И нас сразу же познакомили с Далаковой Зарой Мухтаровной, с которой мы и начали сотрудничать. Если взять все маршруты, а мы, кстати, международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети 21 века. Город Москва» на самом деле существует с 2001 года. Ну, примерно. На самом деле он еще раньше зародился, но, в принципе, вот в 2001 году он был уже оформлен с ЭПИРАО, мы вместе, как говорится, сочетали. И он охватывает практически весь мир. То есть мы начинали именно с зарубежных маршрутов. То есть один из первых маршрутов это была Франция, 2004 год, где значит, Диснейленд, это до сих пор мы 1500 человек, до сих пор во Франции никогда до нас не было ничего подобного, и никогда после нас, к сожалению, это не повторится. Ну и так далее. И Италия, и Чехия, и Австрия, и Турция, и Болгария, и Венгрия. Ну, я не знаю, трудно назвать страну, где бы мы не делали наши фестивали, то есть весь мир практически был нами охвачен. Вот. И вот дошел момент до Ингушетии. Вашу республику можно охарактеризовать следующим образом, что люди, которые очень хотят сделать все хорошо, невероятно открыты к положительному, то есть ни в коем случае, знаете, бывают некоторые, стараются для себя что-то сделать, а здесь стараются сделать хорошо тем, для кого они что-то делают. И это невероятное качество, и присущее вашему народу, что я хочу отметить, и мне невероятно это нравится. И мы всегда, когда подготавливаем новых участников для наших фестивалей, мы всегда говорим про это качество, чтобы они обратили на это внимание и впитали ему, возможно, что-то взяли как пример для себя и применяли дальше себе. Вот. Поэтому, если из всех маршрутов, которые мы делали по всему миру, то гран-приссиму можно вручить вашему маршруту, потому что он получился самый сложный, но и самый любимый, естественно, когда в ребенка вкладываешь очень много труда, энергии, любви и всего, то этот ребенок становится дороже всех других, согласны, да? Практически 100% всех, кто приезжает сюда по нашему фестивалю, возвращаются патриотами вашей республики, влюбленными и маршрут, и в эти страны, и в вас, как в людей, очарованными всем тем, что есть здесь,
что они видят здесь, и с невероятным желанием приехать сюда еще. РСО-организатор, наш партнер, действительно проявила невероятные чудеса терпения и с нашей стороны, и с их стороны, терпения и желания достичь взаимопонимания и довести маршрут до такого уровня, чтобы вот во саму программу вообще пребывания, потому что она же в комплексе, это же не только фестиваль, это много всего, много составляющих, достаточно сложных. Тем более, что наша программа – это ультра все включено сюда, поэтому все те, кто едут вместе с нами, они как бы получают полнейший комплекс услуг. Это очень важно. Ну, Зара Далакова известна как человек, который всегда поддерживает, развивает творчество в нашей республике. И мне кажется, то, за что она берется, это всегда бывает на очень высоком уровне. Можно в пример привести ту же школу искусств центральную. Без вопросов. Они принимают участие. Кстати, у нас в нашем конкурсе. И вот сам фестиваль, он с каждым годом, его география с каждым годом все шире и шире. Какие города, какие ребята вас удивили больше всего на этот раз? Ой, это нельзя сказать. Удивили абсолютно все, потому что уровень был наивысочайший. Я совершенно не завидую членам жюри. Кстати, о членах жюри тоже надо сказать, потому что это лучшие представители культурной интеллигенции, ваших, вот лучшие из лучших, кто работает у нас в членах жюри, можно сказать, даже, знаете, такая стая золотого орла. Команда жюри, да. Вы отметили. Да, которая летит очень даже хорошо, и они неравнодушны к тому, что мы привозим, и с большим, с высочайшим профессионализмом оценивают все то, что привезено детьми, не раздается, конечно, рождественских подарков, там каких-то пирожков, вот ребенок вышел на сцену, все здорово. Нет, конечно, все зависит от того, какой, да, то есть профессиональный, как сказать, уровень самого фестиваля, он соблюдается, то есть статус, да, что вот оценки должны быть по справедливости. Про географию могу сказать одно, что к вам приезжают из разных совершенно уголков Российской Федерации. Начиная с Тюмени, с Байкала, с Владивостока, с, как говорится, господи, Башкирия, Чувашия, Якутия, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, юг России. То есть абсолютно все регионы охвачены интересом к вашей республике. И мы рады, что благодаря как раз Далаковой и вот нашим совместным усилиям мы смогли раскачать интерес к вам, как к республике, желание всех приехать и увидеть все это своими глазами. Международный фестиваль-конкурс искусств «Золотой орел» состоялся благодаря интересу и инициативе, кстати говоря, Министерства культуры Республики Ингушетия и их поддержки. Мы невероятно этому благодарны, и эта поддержка уже стала, ну, вот поверьте, то есть вот такой очень мощной, очень действительно вот серьезной. И дай бог, чтобы у нас везде, во всех направлениях была бы аналогичная поддержка, какую мы имеем здесь. Поэтому тут вот искренняя благодарность, вот искренняя. Весна 2026 года оказалась вдвойне интересной для истории «Золотого орла», международного фестиваля конкурса «Золотой орел», потому что мы провели целых 2 фестиваля, и 8-й, и 9-й международный фестиваль-конкурс, который собрал около 1500 участников. Вот. И это было невероятно ярко, уровень был высочайший, и мы очень надеемся, что наш фестиваль-конкурс «Золотой орел» будет всегда в Республике Ингушетия пользоваться такой же популярностью и будет для нас с вами традиционной и вечной историей. Так что
милости просим всех на «Золотой орел», следующий уже, получается, 10-й. Юбилейный, который будет осенью, совершенно верно. Удачи. Будем ждать с нетерпением. Всего самого доброго. Мы очень рады, и спасибо вам большое за то, что вы нас пригласили, потому что нам это невероятно приятно, и это благодаря тем участникам, которые принимают участие в наших фестивалях. Спасибо большое всем. Министерство культуры и туризма Республики Ингушетия стало одним из ключевых партнеров проекта «Трехсторонняя модель партнерства. Наука-волонтеры», реализуемого при поддержке Президентского фонда природы. Главная цель инициативы – объединить усилия заповедника РЗИ, научного сообщества и волонтерского движения для сохранения природного культурного наследия региона. Проект направлен на преодоление разобщенности между учеными, сотрудниками особо охраняемых природных территорий и волонтерами, что позволит повысить эффективность природоохранной деятельности. Особое внимание уделяется интеграции задач по защите биоразнообразия с сохранением культурных традиций и развитием туристического потенциала региона. В рамках инициативы планируется подготовка и сертификация не менее 100 гидов-проводников и волонтеров, создание системы управления рекреационной нагрузкой, обустройство 3 безопасных экологических маршрутов с современными информационными стендами, а также реализация образовательной программы для гидов, туристов и местных жителей. В партнерскую сеть, помимо Министерства культуры и туризма Ингушетии, вошли заповедник РЗИ как основная площадка, Ингушский государственный университет, обеспечивающий научное сопровождение, Министерство природных ресурсов Республики Ингушетия, Комитет по делам молодежи региона, который оказывает административную и информационную поддержку, а также ресурсный центр добровольчества, занимающийся привлечением волонтеров и экспертов. Данный проект обеспечит гармоничное сочетание природоохранных мер с развитием туризма и вовлечение местных сообществ в сохранение уникального наследия родного края. Красоту ингушского творчества пронесут по всей стране. С 11 по 27 апреля Государственная филармония имени Ахмеда Хамхоева проведет серию концертов в рамках гастрольного тура по городам России. В концертах примут участие ведущие артисты и творческие коллективы республики, среди которых народная артистка России Тамара Индиева, народные артистки Республики Ингушетия Айна Алиева, Алина Мусиева, Зара Аушева, заслуженные артисты Ингушетии Хава Ивлоева, Рахман Беков, Мариана Олегова, Марем Харсиева, Мосар Аксагов, малый состав оркестра народных инструментов ДГОЗ и другие. Ну а начнется тур с культурной столицы города на Неве, Санкт-Петербурга, а завершится в Сочи. Пожелаем удачи нашим артистам и будем следить за гастролями и делиться с вами. В нашей студии сегодня человек, чье имя уже стало синонимом высокого искусства и преданности родному краю. Это заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Марина Икажева. Сегодня мы станем свидетелями особого события – премьеры ее новой песни, посвященной нашей республике. И хотя родной край воспевали много раз, каждое новое творение Марины – это полет души и новая грань красоты нашей земли. Марина, мы рады приветствовать вас. Рада быть с вами, Лиз. Марин, а для начала расскажите, кто автор музыки и слов, кто вас вдохновил? Музыка, слова известного музыканта, композитора Артура Даштамирова, который мне предложил эту песню. У нас уже есть с ним совместный проект, это «Пандер Оз», которая прозвучала на моем сольном концерте в прошлом году. И он мне предложил, давай сделаем еще одну композицию. И после того, как он мне скинул демку, мне очень понравился и текст, и музыкальное сопровождение. Мы решили сделать аранжировку, сделали ее в Москве, опять у Олега Саркисяна. В тексте есть такая небольшая трудность была с аранжировкой в том смысле, что там по смыслу идет хор и джигитов хор. Искали, не могли найти мужской хор. В итоге, когда я записывала голос у нас в студию Амира Салтыкиева для того, чтобы отправить в Москву, я предложила Амиру, может быть, ты сам споешь мне. Неожиданно. Да, и ты знаешь, это так получилось красиво, на мой взгляд, за что ему отдельное спасибо, за помощь, за поддержку тоже. В общем, вот такая коллаборация получилась, и, на мой взгляд, она вполне удачная. К этой песне Артур по собственной инициативе сделал и клип. Это искусственный интеллект. Вот ты записываешь лицо, да, записываешь жестикуляцию, костюм выбираешь, и уже, когда дальше ты дорабатывать, да, задаешь ему программу.
Хочется сказать спасибо руководству НТРК, которые предоставили мне студию для подсъемки к этому клипу в лице Шамсудина Букова. Ему отдельное спасибо за это. И вообще за то, что периодически меня поддерживают, когда я прошу о помощи. И, конечно, единственное, что смутило в клипе, это, конечно, неустойчивый Курхарс. Но это не потому, что он был сам по себе неустойчивый, а потому что ИИ Решил так. решил так. И ты хоть тресни, он по-другому не хочет. Каждый раз получалось Да. именно. А костюм, который был на мне в видеоклипе, предоставило объединение «Фяра». Это такая совместная коллаборация Зины Эльбекова и Аси Саутиева. Им огромное спасибо. Зина и с Асей я сотрудничаю уже не 1 год, и у меня много костюмов, которые они сделали лично для меня, для моих концертных образов. Поэтому хочется сказать всем, кто помогал, поддерживал. Это, конечно, мои подруги, Марьям Харава, которая снимала для меня, Хава Дзейтова. Им тоже хочется сказать спасибо, потому что пришлось помучиться со мной немного. Но сейчас версия ИИ, клип, да, разработан. Да. В дальнейшем планируете ли видеоклип? Я думаю, нет, она останется именно в этом формате. Может быть, качество будет получше. И для Какие-то того, доработки, чтобы, да? Будут, да, небольшие доработки для того, чтобы мы так решили. Он говорит, а почему бы и на телевидении нам ее не подать, чтобы большая часть людей могли смотреть. Потому что соцсети тоже не все смотрят, да, и не все наблюдают. А песня, мне кажется, заслуживает внимания, и хотелось бы, чтобы она полюбилась в народе. Тем более, что он ее написал с огромной любовью. Если бы, я буквально вчера с Мадиной Пуговой разговаривала в прямом эфире, мне кажется, человек абсолютно другой культуры, да, не смог бы написать такую красивую песню, если бы он не испытывал какие-то чувства любви, уважения к этому народу, к этой культуре, к этой республике. От всего сердца. Но так же, как и вы, мне кажется, артист не смог бы так искренне, так красиво исполнить, если бы не было действительно тех чувств Спасибо. в реальности, Ну, это которые да, он да. переживает. Марина, а по какому принципу вы отбираете композицию? Вот вы сказали, вам предложили, да, сказали, вот такой вот, такая вот есть песня. А как вы выбираете? Вот многие артисты говорят о том, что бывает такое, что вроде бы идеальный текст, очень красивая мелодия, но по каким-то критериям они понимают, что это вот не их история. Ну, для меня, конечно, смысловая линия – это самое важное, это ключевое, потому что слово – это то, что вот сразу берет человека, да. И, конечно, музыкальная линия. Если меня музыка цепляет, но это на уровне вот твоей интуиции, скажем так. Я вот, если я интуитивно чувствую, что музыка мне заходит, она мне нравится, я почему-то думаю, что также она понравится и слушателю. То же самое, что я делаю сама. Если мне то, что я сочинила, самой лично нравится, вот у меня какая-то уверенность есть в том, что она зайдет и слушателю. Слушателю она тоже понравится. Но это, опять-таки, мое субъективное мнение. Но пока оно часто меня совпадает. Да, пока оно меня не подводило, к счастью, алхамдулилла. Ну, женская интуиция – это на самом деле очень сильная. Ну да. Хотелось бы узнать, над чем работаете сейчас, чем занимаетесь. А сейчас написана новая песня на слова молодого поэта, врача, пульмонолога, который работает в Ставрополе. У нас не так давно был творческий вечер этого поэта Магомеда Дугиева. «Хаци» называется текст. Мне очень понравился текст, там такой замечательный. Судя по названию, лирика, да? Да, да, безусловно, лирика. Я написала музыку, сейчас нужно будет ее отдать на разработку. Я единственное еще не решила, где я буду делать, здесь в стране или в Грузии. Уже работаю над второй версией «Галайо». Это уже коммерческий вариант песни, которая делается вместе с Амиром Салтукиевым. Первая песня сделана с Тимуром Дзейтовым. Это такой чисто ингушский ритм, который я изначально осознанно задала для того, чтобы есть, скажем так, люди, которые танцуют тройной шаг ингушский, есть такой вот. Старинный. Да, старинный, да, тройной шаг, который исполняют в основном пожилые люди, как правило. Молодежь любит быструю музыку, да, поэтому я сделала два варианта. Это один вот чисто ингушский, да, и второй коммерческий вариант, потому что, ну, корпоративы, свадьбы еще никто не отменял. И это, к сожалению, это средство, скажем, не то чтобы существования, а для того, чтобы ты мог, как творческая единица, осуществлять какие-то свои новые идеи. Эти же аранжировки, эти же концертные наряды, это все ресурсы, деньги. В
В планах сейчас сделать юбилейный концерт. К моему юбилею в этом году мне исполнится 55 лет, и было предложение сделать юбилейный концерт. И хочется сделать его в том же формате, под открытым небом, в Центре культурного развития, как я делала в прошлый раз. Надеюсь, у меня получится осуществить свои какие-то новые фишки, новые идеи, но это пока не буду озвучивать, какие планы. Поэтому всех, кто хочет услышать мои песни, мое исполнение, а также будут очень, на мой взгляд, талантливые люди не только с нашего региона, но и из соседних регионов, в том числе Артур Даштамиров обещал мне приехать, я буквально вчера с ним вела переговоры касаемо концерта, он сказал, что эти даты у него свободны, и он приедет обязательно. Ну, мы желаем вам удачи. Мне кажется, это будет очередной интересный повод, чтобы встретиться с вами здесь у нас в студии, побеседовать. Но сейчас вы можете обратиться к зрителям с пожеланиями. Жителям республики хочется пожелать прежде всего мирного неба, крепкого здоровья, успехов во всех ваших добрых начинаниях. И летит по всей земле песня наших гор, голос башен боевых и джигитов хор. Марина Икажева ждет от своих поклонников обратной связи. Ну а мы прощаемся с вами до следующих выходных. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом. До свидания.